К вечера позвольте пригласить вам официальное лицо нашей битвы взглядов. Под ваши аплодисменты сюда выходит президент Федерации борьбы Кыргызской Республики, член исполнительного комитета Азиатской Федерации борьбы Мелис Турганбаев. Ну и сейчас прошу приветствовать здесь участников схватки под номером 13, которая пройдет по правилам вольной борьбы в весовой категории до 86 килограммов. Первым здесь появляется борец в красном трико, представляющий Россию. Ему 25 лет, его рост 176 сантиметров. Это заслуженный мастер спорта. Под ваши аплодисменты Артур Найфонов. Прошу прощения. Со схватки номер 14 мы начнем нашу битву взглядов. Это женская борьба, весовая категория до 68 килограммов. В красном трико из России. 30-летняя победительница спартакиады сильнейших. Двукратная чемпионка Лиги Латвийского родом из Лесосибирска, Красноярского края, которая прибыла на борьбу из Махачкалы. Весовая категория до 68 килограммов. Итак, в красном трико Ксения Буракова. Прошу приветствовать ее соперницу. Завтра она будет в синем трико. Она живет и тренируется в Бишкеке. Ей 23 года, рост 169 сантиметров. Она чемпионка мира и призер Олимпийских игр. Из Бишкека Мэрим Шуманазарова. Пойдет, Баха, пойдет. По традиции мы хотим дать всем нашим зрителям и болельщикам запал. Ертең саат 5-нде, саат 7-де ашталат. Он олды схватка болот топчу. О, Бишкекте дворец спорта. Зрители на дополнительный азарт и ожидание завтрашнего события. Поэтому встаньте, пожалуйста, лицом к лицу и посмотрите друг другу пристально в глаза. И в этом отличие борьбы. Спорт большой силы, искренней дружбы. Так все и происходит. Схватка под номером 15 пройдет на нашу вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов. И первым прошу приветствовать борца в красном трико из России. Ему 26 лет, рост 177 сантиметров. Он заслуженный мастер спорта России. И коротко и ясно, олимпийский чемпион Токио 2020 года. Встречайте, Заурбек Сидаков. Его соперник, борец в синем трико из Ирана. Он проживает в Тегеране и прибыл бороться именно оттуда. Ему 25 лет, рост 174 сантиметра. Это призер чемпионата мира и чемпион Азии. Тюнес Эмами. Борцы лицом к лицу, борцы face-to-face. И, пожалуйста, на камеру. Я на камеру, please. Спасибо большое. Фотографии сделаны, и мы переходим к заключительной схватке вечера, схватке высочайшего ожидания. Все любители вольной борьбы, да и не только, любители спорта и единоборств будут, не отрывая глаз, смотреть на то, что будет происходить здесь, в Бишкеке, на ковре третьего турнира борцовской лиги Поддубного. Ведь здесь встречаются выдающиеся борцы. В красном трико завтра на ковре появится представитель России, родом из Махачкалы. Это победитель первенства мира и Европы Ю-23. Ему 22 года, рост 160 сантиметров, вес около 60 килограммов. Мы скажем точно это завтра. Ну а пока приветствуйте, это Анвар Аллахьяров. Ну а сейчас его соперник, борец в синем трико. Ему 23 года, его рост 167 сантиметров. Он чемпион Азии и чемпион мира, а также чемпион мировой серии борцовской лиги Поддубного. Из Бишкека, Кыргызской Республики. Встречайте, Жоламан Шаршенбеков. И по традиции просим наших борцов оказаться лицом к лицу.
И мы хотим Жақынырақ. настроить на завтрашнюю схватку, которую так сильно ждут. Как вы видите, борцы заряжены и готовы. И не только участники 3 заключительных схваток вечера, но и участники всех 16 схваток, которые были собраны и составлены так, чтобы это событие запомнилось миру борьбы. Как вы успели заметить, борьба это про силу и уважение. Вы не услышите здесь трэш-токов, вы не увидите здесь толчков, вы увидите здесь людей, которые уважают друг друга и понимают, что перед каждым из них стоит сильный соперник, которого стоит уважать. Мы благодарим вас и приглашаем оказаться завтра в 19 часов 30 минут по бишкекскому времени на арене Дворца спорта имени Каваулу Кожумкула. Поэтому настраивайтесь на прекрасное событие, будьте заряжены, готовы, возьмите с собой аплодисменты и хорошее настроение, и увидимся завтра. Всем большое спасибо, и мы благодарим, конечно же, нашего почетного гостя, Билис Турганбаев. Спасибо вам большое, Рахман. Большое спасибо всем, на этом мы завершили нашу краткую медиа-историю. Увидимся завтра.